Всем ассаламу алейкум, друзья, всех приветствую с нашего очередного квиза, тема которого мне как никогда близка. Тема сегодняшнего квиза – мемы, как напиток мем, только пишется по-другому. Очень часто вспоминаю, как мы встретились с тобой, и рассудок я теряю, и теряю я покой. От любви я умираю с хладнокровною такой, и никак не понимаю, что ты делаешь со мной. Суета, суета, в моем сердце суета, будто изгнанный из рая, снова чувствую себя. Никогда, никогда не покинет суета, если ты меня разлюбишь и не вспомнишь никогда. Я успел изнемочь от всех думок о тебе, убирая мысли прочь лишь о сказочной судьбе. Что, друзья, сейчас мы пройдем к нашим участникам и спросим, какой у них любимый мем. Вот, например, Заур, какой у тебя любимый мем? Буквально вчера я начал пользоваться стикерами, и первым... Да что ты, черт побери, такое несешь? Любимый мем, который придумал мой друг, это «За мир, за Россию, Заур». За Россию, за мир, Заур. Как будто у него друзья есть, когда этот друг придумал. Какой у вас любимый мем? У нас с ней была договоренность. Мем, у нас с ней была договоренность, что она будет приходить по четвергам, приносить молоко. Чтобы кормить пылесос. Первый раз слышу. У нас с ней была договоренность, что она будет приносить нам молоко в четверг, чтобы накормить пылесос. Вот каждый четверг она просто не приходит и не приносит. Я прошла афганскую войну и считаю, каждый мужчина должен пройти ее. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не означает, что я женщина или балерина. Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Аплодирую стоя. Браво. А знаете какие-нибудь анекдоты? Сейчас. Знаете, почему феминистки не любят математику? Почему? Слишком много неравенств. Какой у вас любимый мем? Чиназис. Так, добрый вечер будет. О, чиназис. Сюда. Он нецензурный. Енот, который вот этот новый. Педро. А знаете анекдоты какие-нибудь? Хороший, не знаю, только плохие. А смешные? Ну только Буратино повесился в таком роде. Ну только Буратино повесился, что-то в таком Может, роде. колобок? Ну колобок, да. Все, спасибо. У вас любимый мем? Чина. Нет, Део Матис. Есть видео типа, это что, твоя машина? Да, это моя машина. А как она называется? Это Део Матис. Твоя машина? Да, это моя машина. Слушай, а что это за марка машины? Да, у Матис. Эти анекдоты какие-нибудь? Анекдоты? Пришла как-то собака в кофейню и заказала раф. У меня это, наверное, хомяк, который под грустную песню смотрит в экран с огромными глазами. А девушка, у вас какой любимый мем? Я такая тупая, блин, класс. А мем какой? Я такая тупая, блин, класс.
Анекдот знает кто-нибудь? Какой-нибудь смешной анекдот? Неплохой только. Про 100 темнокожих знаю. Про 100 темнокожих в пустыне. Идут как-то по пустыне 100 темнокожих мужчин, встречают джинна, а джин им говорит: я выполню 100 желаний, каждому по одному. 99 человек пожелали быть светлыми, светлокожими, а последний 100 человек сказал, что все обратно стали темнокожими. Любое движение Хазбика — это мой любимый мем. Ну, я очень сильно люблю мем, он как умер Пушкин, вот этот. Он умер больно, вот это я очень люблю. Как умер Пушкин? Ну, я считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучился своей смерти. Жаль, конечно, этого добряка. На этот вопрос. В прошлый раз я ответила на вопрос. Сколько раз прислали? А что за вопрос был? Что должен делать? Какой должен быть мужчина? Что-то к этому голосе. Я просто сказала, что он должен быть, и вы сказали, что... Вы начали анкеты скидывать? Да. Ну, сегодня другой вопрос. Какой ваш любимый мем? Мем? Вот этот... Не енот, хомячок, который плачет. Просто это смешно. У вас? У меня кот, который спустился по лестнице такой, так. У меня я прошла афганскую войну. А мем какой? Имя Ибрагим вам о чем-то говорит? И такой еще. Кто-нибудь знает анекдот смешной? Да. Расскажите. Так, анекдот. Какой кофе пьют все собачки? Гав. Раф. Вот и все, друзья. Подошел к концу очередной квиз. И хотелось бы в конце сказать. Главное, пример сестрам не задевайте. Что я делаю? Сестрам задеваешь, что ли, в примере? До новых встреч. Самира, какой у тебя любимый мем? Спасибо, дура. Всегда пожалуйста. Головы рубили, зарабатывал вес тут. Каждый, кто бил, добивая ножом.